Картошечки мои, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы продолжаем нашу игру Sally Face. Мы оказались в каком-то странном месте, и сейчас нам надо будет разобраться, где мы, вообще, как мы сюда попали. В предыдущей серии, к сожалению, наш Салли умер, так сказать, и... наверное, он попал в какой-то другой мир, что ли, и мы сейчас смотрим на этот мир его глазами. Эшли, к сожалению, не успела принести доказательства, и нашего главного героя, к сожалению, казнили. Я вижу в нем это такое вперемешку его, так сказать, состояние, когда он был маленьким, когда он только-только у него, когда, помните, в первой еще серии у него перебинтована была вся голова, и его состояние, когда он, так сказать, в тюрьме был. Все это перемешалось в нем, смотрите. Дом в пустоте. Что же это за дом такой? Наверх. А это что? Белая комната. Черная комната. А что если будет мы пойдем наверх сразу? Либо в белую комнату? Давайте... Ладно, давайте попробуем пойти наверх. Что у нас здесь? Это кто? Здрасте. Я рад, что ты не забыл, где меня искать. Я вас знаю. Мы разговаривали много раз, Сал. Вы что, собираетесь говорить загадками, как голоса? Погодите, Джим? Когда-то я был тень Джима Джонсона. Когда-то я был им, часть меня была. Я пошел на огромные жертвы, чтобы попасть сюда, и многое потерял на пути. Понятно, загадки мне обеспечены. Ваша семья. Мне так жаль. Эвелин, Ларри, Лиза. Мне тоже было жаль раньше. Мне казалось, что я могу спасти их, изменив будущее. Это отец Ларри, получается. Лиза с Ларри были светочем моей жизни. Я никого и никогда так сильно не любил. Значит, он, получается, не человек, а он какой-то типа пришелец, что ли. Я не считаю, что ты виноват в их смерти. Я понимаю, что так было нужно. Ты тоже многое потерял в тот день. Но от этого никуда не денешься. Все живое рано или поздно умирает. Я помню, каково это жить, чувствовать по постоянной буре эмоций. Я не скучаю. Только вот все это было зря. Тени никуда не делись, а пожиратели скоро призовут чуму. У них слишком много влияния. Я не смог их остановить. Я зря умер. Я зря убивал. Ты все еще можешь остановить их, если захочешь. Более того, ты ключ к их уничтожению, если тебе теперь не все равно. Вы опять про это дурацкое пророчество? Никакой я не избранный, не герой, я никого не сумел спасти. Не бывает избранных и героев, бывают только люди, которые выбирают героические поступки, победа или проигрыш, свет или тьма, добро или зло. Это больше не имеет для меня значения, но я все равно хочу тебе помочь, если ты согласишься. Да, как я могу быть на такое способен? Когда ты умер, твоя душа раздробилась, даровав тебе необыкновенную способность. Ты можешь проникать в параллельные миры, но сперва придется потренироваться. А как мне потом вернуться в свой мир? Это будет непросто, но я подготовился к твоему приходу, и я смастерил устройство, которое тебе поможет. Твоя подруга Эшли уже поставила устройство над твоей могилой, это замечательно. Помните, было в прошлой серии, Эшли принесла на его могилу какие-то треугольники. Но устройство больше частей, и их нужно собрать в 3 мирах, в которых они спрятаны. 3 пирамиды Асиндмы спрятаны в 3 головоломках, ты должен их собрать. Вы же сами спрятали эти пирамиды Астмы, или как их там, вы не можете их принести? Это невозможно, я больше не могу вмешиваться в такие дела. К тому же я стер из своей памяти решение головоломок на случай, если кто-то попытается украсть пирамиды. Но я могу показать тебе, где они находятся.
Ну, хоть время выиграю. С чего мне начать? Раньше здесь была дверь. Минуточку. А вот же она. Твой путь начнется за этой дверью. Будь начеку. Джим. Коридор. Ты должен собрать 3 пирамиды асинтмы. Астмы. А что там у нас? О, смотрите, мы можем спуститься вниз. А мы можем посмотреть комнаты? Белая комната. Голос из света. Рассвет человечества одержал победу над древнейшим конфликтом. Они — нечто из ничего. Ты не должен позволить ему гаснуть. А в черной комнате? Человечество барахтается в бесконечном космосе в попытке убежать от сумерек, но все рано или поздно возвращается в тень. Как интересно. Так, ладно, пойдемте. Коридор. Вау. Мастерская Джима. Дверь 2, дверь 3, дверь 4. Вау. Дверь 5. Дверь 6. Смотрите, она без номера. Туда не открывается. Так, ладно. Давайте тогда по порядку посмотрим. Просто я уже от этой игры ожидаю столько всего. Точнее, боюсь ожидать что-то. Как в предыдущей серии, когда мы сразу же пошли к Эдисону. Надо было сначала найти кассету. Вау. Генри. Боюсь, переехать мы все еще не можем. Дом выставлен на продажу уже 4 года. Доктор Зимбардо. Это важный шаг, и я надеюсь, что вы сможете сделать его в ближайшее время. А пока, думаю, кот будет большим подспорьем для Сала. Его состояние сильно улучшилось за последний месяц, с момента, когда ему было рекомендовано завести котенка. Вы уверены, что он готов вернуться домой? Он более чем готов, Генри, а вы уверены, что готовы? Да, я буду рад, если мой сын вернется домой. Вау, это что такое? Салли, неожиданный поворот. Голос Джима. Ты пробудил душевную связь. Поначалу ощущения могут быть странными. Если честно, ничего странного, словно я всегда здесь был, словно я наконец-то проснулся. Меня напрягало это странное чувство близости, но мы с тобой разные. В доме ты найдешь первую пирамиду. Принято. Это что такое? Что за графика странная? Какая-то новая... Письмо. Письмо от Эшли. Сал, прости, что сразу тебе не поверила. Я отчаянно пыталась всем помочь, а теперь все рушится у меня на глазах. Я надеюсь, что еще не слишком поздно. Надеюсь, что смогу исправить свои ошибки. Хочу, чтобы ты знал. Я... И все, конец. Наверное, ее что-то отвлекло. Какая-то другая вселенная. Комната Тода. Заперта наглухо. Опа. Повернуть. Загадки всякие. Все, я поняла. Ага. Быстро мы это решили. Теперь здесь нужен код. Понятно. Смотрите на фотографии. Какие они смешные. Параллельная вселенная.
Мультивселенная Салли. О, вау, круто. Джуси. Новые маски. MGP. О! Опять эта штука. В прошлый раз она тоже была. Какое-то странное. 50-23. А, окей. Ее заклинило. Чего? 78-42? А какой настоящий код? 78-42? Так. Так, еще раз. 78-42. А, нет. Значит, 50-23. 50-23. 1-45. Не могу уйти, нужно найти пирамиду. Смотрите, 1-45. 1-45. 50-23. 78-42. Так, код, скорее всего, нам надо, наверное, сложить. Вот, поэтому вот есть здесь, например, надо микроволновка, я так поняла. Я вводила все эти цифры целиком. 1,45, 50,32, 78, 42. И ничего не получалось, дверь не открывается. И, скорее всего, наверное, эти числа нужно сложить. Вот, поэтому я их сложила, и у меня получилось 130. Попробуем, получится, нет, 10. Наконец-то, все, мы попали в комнату Тода. Что у нас? Я даже не успела ничего сказать. Сал? Его как будто бы труп сейчас только что восстал из мертвых. Вы это видели? Меган Холмс. Дочь Люка и Стейси Холмсов, родилась в 1980, умерла в 1987. О, ей было всего лишь 7 лет. Стейси Холмс. Жена Люка Холмса, мать Меган Холмс, родилась в 1948, умерла. А, это те самые, да-да-да. Да-да-да, Меган, точно, это которая девочка в туалете была, помните? Люк Холмс, муж Стейси Холмс, отец Меган Холмс. Вот он таки и повесился вот там на 5-м этаже, а жену мы видели запечатанную в кровати. И тут опять вот это, смотрите, какая-то штука непонятная. Так, и направляемся тогда уже к могиле Салли, а там, наверное, нету ничего, да? О! Сал, это ты? Это я. Тебя едва слышно. Почему твой призрак так выглядит? Как такое возможно? Я столько хочу тебе рассказать. Пирамиды. О, одна из них светится. Уже похоже на то, о чем писал тот. Дай-ка взгляну. Оу. А, смотрите. Значит, у нас Норд, вот это вот получается. Слева West, справа East. Нам сейчас надо сложить, наверное, Норд. Типа сделать так. А, вот, да-да-да.
Ух. Ты справилась, Эш. Ой, я снова здесь. Что ж, пойдем дальше. Так, вперед. А погодите. Если нас пускают сюда, значит, там какие-то другие уже ответы, наверное. Технологии творения человечества. Человечество творения природы. Таким образом, технологии эволюция природы. Нам, наверное, после каждого прибытия сюда вниз надо смотреть в эти комнаты. Технологии — это надругательство над природой, человечья блажь. Жажда совершенства сведет людей в могилу. Ну, здесь я соглашусь со тьмой. В чем-то она права. Что человек не останавливается на одном. Так, здесь мы уже закончили. Следующая дверь, следующая загадка. У нас, кстати, этот эпизод последний, вроде бы. Пап, когда мы вернемся... Пап, когда мама вернется из больницы? Думаешь, она узнает меня с новым лицом? Чтоб тебя, Сал, может, не будем начинать? Я просто по ней скучаю. Она мертва, черт побери, мама не вернется. А как же человек с собачьим лицом? Мы это уже обсуждали. Никто мне не верит, но я видел Челопса. Прекращай, Сал. О. Я выбрал розовый, потому что это мамин любимый цвет. Надеюсь, с ним она меня узнает. Мальчик уже был какой-то странноватый с рождения, походу. Прикольно, 3D. Я искал это место, я провел очень много времени в этих лесах, пытаясь найти хоть какие-то доказательства того, что все было на самом деле, что я не сошел с ума. Совет пошел на разные ухищрения, чтобы скрыть это место. Они спрятали его с помощью так называемого скрывающего заклинания. Конечно, магией они считают науку, которую попросту не понимают. Разумно, когда, честно говоря, скучноватое объяснение магии. Ну да ладно, вы ведь тоже тут. Вы ведь тут тоже кое-что припрятали, да? Здесь находится вторая пирамида. А, это нам Джим, походу, говорит. Что это у нас в руках? А, это у нас рука, смотрите, сломалась. Ой. Ой. Так должно быть? Салли, у тебя рука сломалась. Ты прыгать не можешь, да? Так, ладно. Тут непонятные какие-то. Разработчики, походу, не хотели зацикливаться на что-то другом и хотели попробовать себя в других, наверное, направлениях, скорее всего. Ну. О, смотрите, я опять вижу эту штуку странную. 4. Интересно, а если мы найдем все количества, что будет? Какой-то непонятный лес. Слишком какой-то лысоватый лес. Ой, о, что это? О, нет. Понятно, нам надо сюда вставить недостающий предмет или что? Непонятно пока. Так, туда нас не пускает невидимая стена. А, вот, смотрите. Что это? Так, а здесь что было? Так, смотрите. Луна, солнце.
Нам надо раз... Ага. Давайте-ка так сделаем, как здесь. Походу, там было так. Так, ну-ка. Что это? Все понятно. Наверное, с этой стороны тоже есть такая штука. А вон она, смотрите, я ее вижу. Я ее пропустила, оказывается. Я даже не заметила. Так, вот. Значит, так должно быть. Или подождите, наоборот. Ой, я не помню. Давайте я посмотрю, что там. Вот, смотрите. Ага, солнце, 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 луна, луна, луна. Все, я поняла. Ну, здесь еще более-менее полегче загадка. Предыдущая немножко мне мозг сломала. Ну, вот. Ну, в принципе, получилось немножко догадаться. Эх, Салли, сломанная рука. Ой, блин. Ну вы посмотрите на его сломанную руку. Так, ладно. Это опять та же загадка, что была и там. Yes. Зажглась еще одна. Продолжай, Эш, я крепну. Выглядишь ты не очень, Сал, я разберусь. Давай приведем тебя в норму. Так, теперь у нас Вест идет. Это... Вот это... Угу, 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 угу. Нет, нет, нет. Да, все. Фу. Так, теперь что ты говоришь, тьма? Мы тени беспокойного сна. А свет что говорит? Мы мечтатели всего сущего. Угу. Так, направляемся к следующей комнате. А что Джим, интересно, говорит? Вау. Это навсегда? Я навсегда останусь раздробленным? Твоя душа может навсегда остаться разбитой. Такое происходит очень редко, но, учитывая обстоятельства, это следовало ожидать. Я вот точно не ожидал. Благодаря этому ты обрел способность путешествовать между мирами. Только так ты сможешь что-то изменить и расправиться с пожирателями Бога. Но почему я? Потому что ты выбрал такую судьбу. Для чего нужны эти пирамиды? Когда твоя душа оказалась раздроблена, ты утратила возможность находиться в своем родном мире. Пирамиды соединят кусочки твоей души, и часть тебя вновь сможет существовать. Блин, не так я себе представлял смерть. Это место мне снится? Я словно не в реальности нахожусь. Это место больше похоже на изменчивый туманный сон, и я откуда-то знаю, что уже здесь бывал. На этот вопрос так просто не ответить. Понятных тебе слов, которыми можно его описать, не существует. Оно одновременно и выдумка, и реальность. Оно в твоем разуме, и оно в разумах всех существ. Оно бесконечно, не имеет предел. Оно тьма, оно свет, оно... Ладно, понял, спасибо. Скоро вернусь. Так, мы были уже в этой комнате. У нас еще осталась 4-я. А у нас еще есть и 5-я, и 6-я. Давайте посмотрим перед этим всем.
На всякий случай. Смотрите. А тут какая-то опять головоломка. А 6-я комната, скорее всего, не открывается, да? Да. Вот оно что. Помните, были эти цвета? Вот как раз-таки я и спрашивала, для чего эти цвета нужны. Мы не нашли еще недостающий. Смотрите. Все, ладно. Так, пойдемте, значит. И мы сможем открыть эту 5-ю дверь. Только надо было порядок запомнить. Готов к первому дню в школе, Салли? Не знаю. Будет весело, познакомишься с кучей ребят своего возраста, заведешь массу друзей. А вдруг я им не понравлюсь? Быть того не может, ты самый клевый парень на земле. Я? Ну, конечно. Я не хочу от тебя уходить, мамочка. Бояться нечего, любимый, учителя о тебе позаботятся, а я буду ждать твоего возвращения. Я тебя люблю. А я люблю тебя больше всего на свете, Салли, не забывай об этом. Грустно. Интересно, какая интерпретация... Вау. Это что, Тим Бёртон? Это пещера у озера Виндиго. Мне казалось, что она куда меньше. Очередная иллюзия, сотворенная твоим любимым культом. Ого, господин серьезность изволит шутить? Нет, это я, Джим Джонсон. Ух, ладно, нужно найти последнюю пирамиду. Удачи. Вау, мне вот эта стилистика очень нравится. Прикольно. Ой, подождите. Сейчас. Там сзади у нас была, я видела, красная штука, вот эта последняя, походу. Да, вот она, 6-я. Их 6 всего. Так, ну ладно, пойдемте. Ау! Гала Грей. Или Тала Грей. Эй, притормози, чувак, я круче, чем выгляжу, я не боюсь тебе навалять. Слушай, я не за неприятностями пришел, я просто ищу то, что потерял. Как и мы все. Что ж, держи руки при себе, я за тобой слежу. Обещаю, меня зовут Сал Фишер. Тала Грей, так что ты делаешь в этой пещере, Сал Фишер, кроме того, что подкрадываешься к людям? У меня к тебе тот же вопрос. Не припоминаю, чтобы видел тебя в Нокфиле. У меня тут родственники, я редко приезжаю, но недавно пропал мой дед. Увы, здесь такое часто случается, надеюсь, ты его найдешь. Спасибо, мой дед был и без ума от этой пещеры, рассказывал, что все эти рисунки оставили наши предки. Говорил, что на них изображено предупреждение о голодном чудовище, которое охотится в этих землях. Не видела здесь маленькую металлическую пирамиду? Маленькую пирамиду, говоришь? Это ты ее потерял? Ага. Прости, не видела здесь никаких пирамид. А шестиугольников, вращающихся таких. Ты что, напялил маску и пришел сюда искать кучку фигур? Это протез. Что ж, прости, что не помогла с геометрией. Такая странная. Что за рисунки, смотрите, какие-то? О, а вот это, наверное, подсказка, нет? Какая-то или что? Пока непонятно. Ладно. Или это история, наверное. Смотрите, демон, типа, восстал. Предводители демона, скорее всего. Сюда что, надо вставить? Какой-то перевернутый треугольник. О! Вот смотрите. Так. Легко. Легко.
Не знаю, что произошло, но третья пирамида активирована. Это вернет к тебе жизни? Мой призрак сможет взаимодействовать, но тело нельзя оживить. Ты уверен? Пророчества туманны, но в них предполагается, что ты примешь физическое обличие. Я ни в чем не уверен. Ладно, дай-ка я займусь последней пирамидой. Так, давайте посмотрим. Это у нас Ист. Так, так. Сал? Черт возьми, это должно было тебя воскресить. Ты в порядке? Мне больно. У Тута были еще заметки, но я так и не смогла понять, о чем в них говорится. Мне так жаль, Сал, я снова тебя подвела. Ты заслуживаешь куда большего, куда лучшего, чем я. Погоди-ка, я поняла, о чем говорится в заметках. Я знаю, что делать. Эш, не надо! Я сразу с радостью отдам жизнь, если вернет к жизни тебя. Так я смогу искупить все, что залажала. Блин. О, нет. Я не хочу на это смотреть. Нет. Спаси их, Салли Крамсали. Надеюсь, мы встретимся вновь. Фу. Эш, нет. О, Господи. Голос из тьмы. Сколько близких ты убьешь, чтобы спасти мир? Останется ли что-то, что стоит спасать? Ну, Эш, ну как так? Ларри, ты в порядке? Да, чувак, мне просто что-то в глаз попало. Я же говорил, что этот фильм очень эмоциональный. Это так красиво. Надеюсь, в конце они будут вместе. Они заслуживают счастья после всего дерьма, через которое прошли. Ага. Эй, Ларри, а? Как думаешь, кто-нибудь полюбит меня так, как они любят друг друга? Да кто тебя не полюбит? Не неси чушь, тупица. Ты же Салли Крамсали. Ты идеален, чувак. Конечно, Нил может к нам переехать. Честно говоря, я удивлен, что ты не спросил раньше. Его текущий договор аренды почти истек. Я ждал этого момента. Я буду рад видеть его у нас. Уверен, Ларри тоже очень обрадуется. Хотя Ларри, скорее всего, не переедет до следующего года. Точно, что ж, спасибо. Нил будет рад услышать эту новость, а я буду очень рад снова видеть его рядом. Разбитые очки. Блин. Что такое, Сал? Я в этом полный профан. Прости, что зря потратил твое время. Тебе не за что извиниться. Мне очень нравится с тобой рисовать. Ты прекрасная художница, Эш, и замечательная учительница, а я никогда не смогу так же классно рисовать. Еще как сможешь. Все, что для этого требуется, практика и решимость. Но только если ты сам этого хочешь. Не нужно быть мастером во всем, что делаешь. Что-то мы делаем просто потому, что это приносит нам удовольствие, или чтобы провести время с людьми, которые нам нравятся. Наверное, ты права, мне тоже нравится с тобой рисовать, даже очень. Рада это слышать. Захочешь порисовать или просто потусить, зови. О, черт. Эшли. Жаль, что ты не видела себя так, как видел тебя я. В моих глазах ты вовсе не была разочарованием. Ты всегда была рядом со мной. Ты дала мне надежду, когда я больше всего в ней нуждался. Даже когда ты увидела, какие ужасные вещи я совершил. Даже когда ты не верила в причины, по которым я должен был это сделать, ты оставалась рядом. За это можно отдать все на свете. Ритуал требует заключительного шага. Овладей силой клинка Осириса. А мы сможем попасть в пятую комнату, надеюсь? Мы что, сейчас в нее заселимся? Что со мной происходит?
Вау. Эш, ты меня слышишь? Сал, где ты? Ритуал прибудил силу, которая была во мне скрыта, но я не могу вернуться в твой мир. Ты должна стать моим мечом во тьме. Сила, которую я чувствую, это ты? Да. Ни хрена себе, Сал. Ага, и не говори. Вау. Вау. Ого. Спасибо, что доверился мне. Я бы не смог овладеть этой силой сам, Эш. Это все благодаря тебе. А теперь надерем пару культистских задниц. Пойдем. Нет, туда, походу, нельзя. Ну, какой-то киборг-убийца. На выход. Опа. Все. Эшли идет мстить вместе с Салом. Почему здесь так пусто? Что, они все разбежались? О, смотрите, закрыто. Вот центральный зал запечатан. Как нам туда попасть? Думаю, я смогу ее открыть. Теперь мы... все. Так, и как мы это сделаем? Прикольно, смотрите. У нас новая вселенная. Консоль. Смотрите, здесь лампочка горит, а здесь нет. Так, а это что? Сейф. Ух ты. Заметки. Пожиратели Бога. 1663-1681. Первое пророчество объединяет небольшую группу туземцев из племени Греев. Колонисты прибывают в Нокфелл. Брак между Ситлали Грей и Уэсли Розенбергом объединяет эти группы. Построен первый храм. 1703. Построено пасторство Фелпс, чтобы скрыть храм. Используется для индоктринации последователей набора новых членов. Еще один церемониальный брак между семьями Грей и Фелпс. Подробности неясны. Середина 1700-х. Дитя мерзости впервые упоминается в пророчестве и становится частью учения. Начинаются приготовления к его устранению. 1887. Построены апартаменты Эдисона. Храм расширен. Число членов культа растет. 1905. Рождается Терренс Эдисон. Его родители заключили сделку с советом, поэтому мальчик был благословен от рождения, чтобы стать точкой входа для бесконечного. Совет тайно кормил его человеческой плотью. Эта информация скрывается от рядовых последователей. 1906. Новое пророчество гласит, что смерть дитя мерзости приведет с неба человека. Они считают, что это я, который очень сильно поможет пожирателям. 1917-1932. Душа Терренса уничтожена бесконечным, его родители убиты. Внешность мальчика начинает меняться, поэтому совет запирает его в комнате, чтобы сохранить тайну. Они способны черпать силу из чудовища. О, теперь все понятно. 1938. Первая тень успешно призвана. Эти космические хищники неумолимы. Мои исследования показывают, что их можно сдерживать и даже уничтожать достаточно сильными источниками ультрафиолетового света, но только когда у них нет носителя. 1983. Инициация. Понятно. Мы можем уйти? Так, а что за сейф? Смотрите. Какой-то код. Что это за хреновина? Вот я бы у тебя хотела это спросить. О!
О! Так, давайте вспоминать. Так, скорее всего, там цвета были не самих пластин, а на этих пластинах есть еще точки. И вот на них есть цвета. Последовательность, наверное, скорее всего... Так, давайте попробуем. Белая, черная, синяя, красная, зеленая и фиолетовая. Вот, все у нас получилось. Я долго просто думала, может быть, последовательность в этих пластинах, но нет, как оказалось, последовательность в пластинах, но в их точках. Вот, там точки разноцветные. Ой, это было сложно. Пришлось посмотреть свои предыдущие прохождения, чтобы это понять. Не ходи так далеко, Салли. Что у нас здесь интересно будет? Это у нас какой-то... Я так сильно винил себя в произошедшем, что совсем забыл тебя поблагодарить. Ты пожертвовала собой, чтобы меня защитить. Ты была лучшим человеком в моей жизни. Каждый миг я пытался доказать, что твоя жертва не напрасна. What? То есть из-за этого у нас лицо все в фарш превратилось из-за того, что в нашу мать выстрелили. Она нас этим самым защитила, но все равно нас немножко задело. Но благодаря того, что мать нас защитила, мы живы. Жесть просто. Опа, смотрите, у нас получилось. Центральный зал должен был открыться. Смотрите, у нас здесь уже еще есть сейф. Но мы не знаем от него код. А что это за сейф? Вот мне теперь интересно. Ой, Салли так передвигается еле-еле. Я хочу знать, что тут за код. Как вы думаете, какой был бы тут код? О, раз, два, три, четыре. Четырехзначный код какой-то. А что у нас было из трехзначных кодов? Может, нам надо ввести код вот 1983, может быть. Давайте попробуем. Ой, 1980. О! Лиза, я знаю, что вы с Ларри ненавидите меня за то, что я ушел. За всю жизнь мне не приходилось делать ничего труднее. Это разбило мне сердце. Возможно, тебе это уже совсем не важно, но я хочу, чтобы ты знала, что я ушел, чтобы защитить вас. Думал, что смогу уберечь вас, сохранив вас все в секрете. Я связался с опасными людьми. Они угрожали причинить вам вред. Если я не присоединюсь к ним, я считаю, что они ответственны за мертворождение нашей дочери, хотя и не нашел убедительных доказательств. Теперь они планируют массовые убийства детей по всему миру. Они думают, что эти дети представляют для них угрозу. Я должен их остановить. Этот чертов культ играет с могущественными силами, которые не понимает. Я тайно саботировал их деятельность везде, где только мог, но мне нужно принять более решительные меры, чтобы остановить убийство. Скорее всего, я не выживу. Надеюсь, вы с Ларри сможете меня простить, но еще больше я надеюсь, что вы оба проживаете долгие и счастливые жизни. Люблю тебя каждой частицей своего разбитого сердца, Джим. Мы нашли послание от отца Ларри, прикиньте. Какие мы молодцы, а, с вами. Так, ну да, все. Значит, продвигаемся, выходим дальше. Идем в центральный зал. И сейчас мы будем, наверное, за Эшли. Да, все, центральный зал, смотрите, открыто. Ну что? О,
Ужас. Здесь надо 18+ поставить. Мы ожидали тебя, архиепископ Кеннет Фелпс. О, боже мой. Что вы натворили? Пришло время последнего нисхождения. Этой ночью человечество победит Бога. Кто все эти люди? Вы убили их? Как и многих других, нам предначертано быть большим, чем... Заткнись, чертов псих, я тебя прикончу. Я ожидал, что сначала ты так подумаешь. Ой, блин, а как там было драться-то? Чего? На G. На R. Они еще как будто бы скорость увеличивают, что ли? Или мне кажется? Что это было? Воу. Тот. Не волнуйся, мы тебя вытащим. Сал, это ты. О, Господи, кто это? Это Ларри, смотрите. Я думал, что больше никогда тебя не увижу. Что произошло? Когда сгорел домик на дереве, я оказался в пустоте. Ох, чувак, как же долго я там бродил. Очень долго. По тебе заметно, зато борода классная. Ну да, там было странное дерево с такими, типа, космическими корнями. Вокруг него собирались всякие создания и поклонялись ему. Они называли его Мать Сущего, до сих не понимаю как, но оно помогло мне найти дорогу домой. Кажется, я его видел или чувствовал. Ты с ним связан, все мы с ним связаны. Ларри, про Лизу, Чувак, не нужно слов, я все понимаю. Но Все в порядке, серьезно, иначе бы их души уничтожили. Я рад, что твоя душа не растворилась в пустоте. Пока не растворилась, но тот был прав по поводу второй смерти. Души растворяются в пустоте и превращаются в ничто. Звучит жесть как бесповоротно, но больше я об этом ничего не знаю. Ты знаешь, как спасти Тода? Думаю, я смогу его вытащить. Удивительно, что он так долго продержался. Он всегда был сильным парнем. Чуть не забыл, я тебе кое-что принес. Нашел ее в пустоте. Оставь Тода на меня. Тебе нужно сдержать тени. Они начинают просачиваться в наш мир. Хорошо, будь осторожен. И ты тоже. Они пришли. О. Ой, надо было что-то делать. Ой, сорян. В рот тебе жопу, красноглазый урод. Все, что ли? Ой. Ой, что такое? Господи. Что так быстро-то? Вау. Я тебе не позволю. Я не удивлен, что ты предал нас. Ты всегда был для меня разочарованием. И тебя туда же, мудозвон грёбаный. Ты знаешь, что не остановишь нас, сын. О нет, Трэвис, нет! Трэвис! Эшли, убирайся отсюда, сейчас же! Все не может так закончиться, мы должны, я должна. Подорвать С4. Нам дают выбор, блин, что делать, а? Давайте не будем этого делать. Вау.
Я здесь, тот. Держись, дружище. О! Вау! Ау, блин. Добегалась. Так. Все понятно. Ну давайте, нападайте. Вау-вау-вау. Тихо-тихо. Вау-вау, еби-йоу, еби-ей. Вау-вау. Тихо-тихо-тихо. Ага, черт. Так, только на R надо стрелять. А это тяжело. Давайте на одном месте просто стоять и делать это. Все. Вау. Что дальше? Мы бесконечны. О, жесть. О, жесть. Вау. Что? Что происходит? Здрасте. Эх. Пожиратель Бога, Создатель всего сущего, разлагается в нашем внутри. Его сила течет в наших венах. Я вам не верю. Сломленная душа пытается противостоять неизбежному, но мы вечны, мы превзошли самого Бога. Вскоре ты станешь един с бесконечностью. Мы — последняя ступень развития человечества. Я никогда к вам не примкну. Вау! Блин. Как хорошо, что игра не заканчивается. Вот. Экшен. О, рука хотя бы не сломалась. Жесть, что происходит вообще? Не приближайся. Короче, мы во всех вселенных с ними сражаемся. О, жесть. Да, блин. Только не с самого начала, пожалуйста. Что за опухоль какая-то? Смотрите, она уменьшается. Вау, эпично. Круто. Как хорошо, что мы не взорвали тот.
Эй, ты в порядке? Ларри? Рад тебя видеть, Эш. Прикольный прикид. Ты когда успел так постареть? Долго рассказывать. А ты когда успела светяшками обзавестись? Долго рассказывать. Все кончено. Мы исправились. Мы справились. Тогда почему я себя так дерьмово чувствую? Ты уверен, что все кончено? Похоже на то, но я просто... Тот, ты жив. Где? Что? Что произошло? Кажется, мы их остановили. Ох, чувак, как я рад, что ты в порядке. Как здорово, что ты вернулся, Тот. Мы все расскажем, только сперва тебя подлатаем, а рассказывать придется много. Ребят, просто хочу, чтобы вы знали, как много вы для меня значите. Я вас очень сильно люблю. Мне повезло, что я был с вами знаком. Я очень рад, что смог снова с вами увидеться. Мы тебя тоже любим, Ларри. Ты в порядке? Простите, у меня осталось совсем мало времени. Ларри, я и не думал, что будет так страшно. Мне бы еще чуточку пожить. О нет, что нет? Куда он? Он не может снова уйти, он только что к нам вернулся. Это был Ларри? Ага. Может, мы с ним еще увидимся по ту сторону небытия, если оно существует. Получено достижение. Конец. Продолжение следует. Вот и все, ребята. И это не конец. Скорее всего, это не конец. Наверное, этот культ вернется или что. И эти твари обратно будут захватывать человечество. Загадки были, конечно, очень сложными. Пришлось очень долго над ними посидеть и подумать. В конце вот эта битва, это было очень эпично. Как хорошо, смотрите, что мы не нажали на то, чтобы взорвать вот это все здание. Что мы просто с ними дальше сражались до самого последнего вздоха, можно так сказать. Мне очень жаль Ларри, я надеюсь, что он вернется, что в следующей части разработчики продолжат и вернут его как-то. Наши друзья очень-очень в странном теперь будут, наверное, состоянии. И что теперь будет дальше с Салли, я не знаю. Он дальше будет продолжать быть в руке Эшли или нет, кто знает. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мои социальные сети и увидимся. Все, всем удачи, всем спасибо и всем пока.